В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Пенсионные вопросы. Жителям Крайнего Севера расширили возможности досрочного выхода на пенсию. Камерно, но ярко. Якутск отмечает свой 389-й день рождения. Поиски по призрачным следам. Судьба раненого медвежонка не оставила равнодушными россиян за пределами республики. Якутск отпраздновал свой 389-й день рождения. Столица республики встретила это торжество без большинства массовых мероприятий и салюта, но с обширной спортивной программой и открытием ряда новых объектов. Подробнее о том, как прошел день рождения самого крупного города на территории многолетней мерзлоты, в материале Петра Васильева. Праздничный день стартовал с 5-го юбилейного полумарафона, в котором приняли участие почти 1000 любителей активного образа жизни. Спортсмены пробежали 3 типа дистанции – на 5, 10,5 и 21 километр. Многие из участников креативно подошли к мероприятию, заменив спортивную амуницию на фэнтези-костюмы и даже свадебные платья. На финише всем участникам вручили памятные призы, а финалистам – медали и призы от спонсоров. В продолжении спортивной программы в городе появились сразу 3 воркаут-площадки. В Сайсарском округе на улице Билибина и сразу 2 в Пригородном по улице Дзержинского. До наступления холодов столица откроет еще 13 таких объектов. Также в городе появились сразу 3 теплые остановки. 2 из них на улице Хабарова и 1 на улице Кирова. До конца года в городе появится еще 14 подобных. Традиционно в этот день отдают дань памяти основателям столицы. Возлагают цветы к памятникам Крафту, Дежневу и Бекетову. В торжественной церемонии возложения принял участие мэр города Евгений Григорьев. А сегодня официально, протокольно мы начали с мероприятия возложения цветов Петру Ивановичу Бекетову как основателю города Якутска. Сегодня наш город динамично развивается. У нас хорошие большие планы к 400-летию города. Подписан указ главы республики. Поэтому мы до 400-летия города должны сделать наш город лучшим городом в мире в условиях вечной мерзлоты. Не забыли в этот день и про самых маленьких жителей Якутска. В 203-м микрорайоне открылись новые ясли «Мамонтенок» детского сада номер 23 «Цветик-семицветик». В новое здание, построенное по современным последним технологиям, пойдут 85 малышей. В данных группах будут реализовываться инновационные программы. Это вдохновение и первые шаги. И воспитатели будут, конечно, выбирать и будут реализовывать еще другие технологии. Эти программы инновационного характера, новые, и они ориентированы на развитие каждого ребенка. Особое внимание уделили и обновлению дворовых территорий. Современную детскую площадку ввели в одном из дворов по улице Лермонтова. Строили очень быстро, и молодцы ребята. Вот тут все, я смотрела, все работали, постоянно они здесь были. До этого здесь как было? Ой, это вообще, как вот говорили с Прометеем, это была лужа, песок, это было ужасно. Не пройти и не проехать. Мы будем выходить, посидеть, конечно, поговорить. Будем тут сидеть, далеко не... Мы уже в преклонном возрасте, далеко уже не можем. И тут можно выйти посидеть. Новая дворовая территория станет центром притяжения для жителей близлежащих домов. Всего в этом году благоустроено 15 подобных локаций, в том числе 8 из них в сотрудничестве с благотворительным фондом. Вообще я придаю очень большое значение обустройству наших городских дворов. Ведь жизнь человека, она начинается именно со двора. И когда человек выходит из своего подъезда, конечно, первым делом он попадает в свой двор, внутриквартальные территории. И от того, насколько они будут красиво обустроены, зависит на самом деле настроение человека, его самочувствие. Таким образом, даже и без масштабных мероприятий и салюта 389-й день рождения Якутска запомнится всем, вступив в очередной год своей жизни с обновленными территориями и активными, а главное, здоровыми и жизнерадостными горожанами. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. Еще одним подарком в праздновании дня рождения города для жителей и гостей столицы стало открытие музея истории Якутска. Спустя 3 года историческая городская экспозиция обзавелась, наконец, собственным зданием. И именно в этот торжественный день официально открыла свои двери. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой.
За 3 года существования исторической экспозиции Якутска ее увидели более 14,5 тысяч человек. Ютиться приходилось то в библиотеках, то в других крупных музеях Якутска. Идею создания собственного музея его основательница Екатерина Строгова вынашивала практически с конца прошлого века. И вот, наконец, в 2017 году главой республики Айсеном Николаевым был подписан указ о создании музея истории города Якутска. В прошлом году, в 2020 году, благодаря руководству окружной администрации города Якутска, руководству управления культуры и художественным образованием нам передали вот этот дом в историческом месте районе Старого города. В настоящее время фонд музея насчитывает около 2000 экспонатов. К открытию коллекция пополнилась и печными дверцами воеводской канцелярии. Ее музею подарил давний друг Екатерины Строговой, президент мотоклуба «Старая школа» Дмитрий Варенов. Он же и отреставрировал экспонат. Я их очистил, отреставрировал, мы покрыли их составом, чтобы не ржавели дальше, и положили как бы в наши архивы, в хранилище. И вот тут в разговоре с Катериной, когда она сказала, что воеводская канцелярия, я говорю, как раз вот с воеводской канцелярии есть родные ее дверки. Естественно, тут же пришлось их подарить, вот, как и многое остальное, что придется подарить. Да, мы уже свыклись с этой мыслью. Сами по себе дверцы не являются уникальными. Они принадлежали печам массового производства. Однако, по словам Екатерины Строговой, этот экспонат бесценен с точки зрения причастности к историческому облику Старого Якутска. Между тем, венцом коллекции музея стали результаты раскопок на бульваре Учителя. Это предметы быта 17 века. Часть этой коллекции мы выставили сегодня, а остальное у нас, конечно, хранится в фондах. Оно нуждается еще в обработке, в изучении, кое-что в реставрации. Поэтому мы пока вот выставили только очень-очень небольшую часть этой коллекции сегодня. Здесь мы отобрали для сегодняшней выставки, которая рассказывает о жизни Якутска за 300 лет его существования, мы отобрали те вещи, которые были свидетелями самого раннего этапа, самого первого, 17 века преимущественно. Для пополнения коллекции музея администрация города Якутска вручила его руководству сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Кроме того, был дан старт акции дарения «Внеси себя в историю Якутска», участником которой может стать каждый. Для этого необходимо просто подарить музею экспонат из собственной коллекции. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. День города отметили также и в столице страны. Москва отметила свой день рождения праздничным 5-минутным фейерверком. Накануне вечером масштабное пиротехническое шоу в честь Дня города расцвело над стадионом Лужники. Разноцветные фейерверки, приуроченные к 874-летию столицы России, москвичи наблюдали с 26 площадок города. К другим темам. На 12 сентября выявлено 158 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 92 случая. По 9 случаев в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах. 7 заболевших в Мирнинском районе, в Алекминском 6, в Нерюнгринском 5. По 3 случая заражения зафиксировано в 4 районах республики, еще в 4 по 2. Также в 10 районах Якутии по 1 заболевшему. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей теперь могут выйти на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста. Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых сотрудники проходили обучение, учтут при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Также северянам продолжат назначать повышенную пенсию в упрощенном порядке. Напомним, что в некоторых случаях граждане могут получить прибавку к пенсии. Например, при наличии на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся на дневном отделении. В таких случаях можно получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности.
В Москве начала свою работу 16-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Якутию представляют сразу несколько коллективов. Это и мастерицы по шитью, и ювелиры, и представители коренных малочисленных народов Севера. Мероприятие проходит сразу на нескольких площадках. Самые главные павильоны посетила наш корреспондент в столице Айсена Бурнашова. Целая Северная улица раскинулась сегодня в парке Сокольники. Юрты, яранги, чумы, привезенные из разных регионов страны, выстроились в один красивый ряд. Якутия представила сразу 2 северных жилища, и здесь на входе гостей встречают вот такие меховые изделия, а внутри хозяйка дома угощает национальными блюдами. Здравствуйте! Здорово! Мое самое любимое блюдо – это оленей язык. Ну, ее, конечно, все любят. Это старые забытые традиции называется. Угу. А еще панты, сушеное мясо, дичь и рыба – не просто блюдо, а кулинарное наследие Севера. Все яства приготовлены по старинным рецептам, которые испокон веков передавались от поколения к поколению. Большое внимание участники уделили и самому жилищу. Кстати, юрты или яранги, как принято их еще называть, до сих пор остаются неотъемлемой частью жизни на Севере. Мы сегодня представляем 2 вида жилища. В одном мы показываем традиционное, в котором наши кочевники, оленеводы, охотники, рыбаки. Вот ярангу мы сделали из не дерева, а современные технологии, которые наша Россия и Канада вместе сделали. А вот это рядом у нас уже технологии, которые наша российская. Оно действительно тоже собирается быстро, очень аккуратно. Север не только про быт, но и красоту. Эстетика национальной одежды народов Арктики презентована в соседнем павильоне. Эвены, эвенки, ненцы, якуты – каждый постарался привести свой лучший комплект. Например, Анна Николаевна Семенова показала традиционное якутское пальто, вышитое вручную. У мастерицы каждый узор хранит вековую историю, каждый шов имеет сакральное значение. Передняя часть пальто украшена оберегами Бесхарах. По преданию предков, пальто рассказывает об истории народа или конкретной семьи. Это не просто стильная вставка из металла, а целый рассказ о богатстве рода, об их детях и внуках. «Сокровища Севера» не просто выставка, но и конкурс. Каждую экспозицию, блюдо или костюм будет оценивать независимое жюри. Результаты станут известны уже в это воскресенье. Все участники, конечно, надеются завоевать призовые места, но рассказать о традициях народа и передать эти знания будущим поколениям для них важнее всего. Как зачем? Это уже наши традиционные работы, наши традиции. Поэтому мы передаем молодым. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. За его судьбой с огромным волнением следят многие жители республики. История началась еще летом. Многие, проезжавшие по автодороге Лена возле города Тында, встречали медведицу с 2 медвежатами. Затем один из них погиб под колесами автомобиля, а мать медведицы бесследно исчезла. Оставшийся звереныш, судя по появившемуся видео в социальных сетях, явно ранен. На призыв о помощи в поиске раненого медвежонка незамедлительно откликнулись представители Фонда защиты диких животных из города Пермь и прибыли в Нерюнгри. Поисково-спасательная группа из города Пермь в составе 3 человек прибыла в столицу Южной Якутии, чтобы отсюда уехать до Тынды. В группе биолог-охотовед, он же профессиональный адвокат по вопросам ответственного обращения с животными, ветеринар и руководитель Фонда защиты диких животных. Мы планировали приехать сюда в любом случае, на территорию Якутии, для того, чтобы оказать помощь животным, которые пострадали в пожарах. При этом планировали, конкретно наша группа планировала выехать чуточку позднее, там, пару дней позднее, но когда местные жители узнали о том, что здесь работает группа по оказанию помощи животным, начались массовые просьбы от местных жителей о том, что есть медвежонок, который нуждается в помощи, который травмированный, который, очевидно, не выживет без помощи человека. Группа экстренно среагировала на просьбы о помощи животному и сразу вылетела в Якутию. Следует напомнить, что в России очень мало специалистов, которые занимаются бурыми медведями. У бесстрашных девушек из Перми имеется опыт поимки дикого животного, а именно бурого медведя. Потому как мы видим эту ситуацию, медвежата уже достаточно человекоориентированы. Поэтому в первую очередь мы будем пытаться их приманить на корм, так, чтобы это было менее травматично для медведя.
виде. Если мы увидим, что все-таки животное не ориентировано на человека, достаточно дикое, у нас есть с собой специальное оружие, которое отстреливает дротиками с анестезией, после чего уже, когда животное заснет, помещается, осматривается, помещается в клетку, какие-то манипуляции проводятся, выводится из анестезии, если мы его отпускаем там же на месте, либо мы дальнейшую транспортировку проводим и все необходимые манипуляции. Судьбой осиротевшего раненого животного обеспокоились не только хатаведы Тынды, но и сами жители города. Последний раз медвежонка видели лежащим в канаве 6 сентября. Буквально вчера, по рекомендациям специалистов фонда, добровольцы снова выходили на поиски раненого животного, но пока никто не видел его следов. В стороне не встали и нерингринцы. К поиску подключился известный фотограф-анималист Юрий Коковин. Причем он начал розыск еще в середине августа. 2 дня караулил медвежонка на автотрассе. Но, к сожалению, медведя не увидел. А потом, когда мне дальнобойщики, водители остановились, все, говорит, медведя ждешь? Я говорю, да. А он же, говорит, один погиб уже. Поэтому, говорит, она, наверное, вряд ли выйдет. Ну и я как бы чуть-чуть с разочарованием оттуда уехал. Он сирота. Это, если у них получится его изъять из природы, это, конечно, им респект и уважение этим людям. Потому что он обречен. Тут даже, я даже не 100%, а 102% говорю, что он обречен. Потому что, во-первых, он калека. Во-вторых, он еще не научила его мать делать берлоги. Его еще не научила, в общем, ситуация жизненная. И второе, самое важное, он с детства привык к подачкам. В случае, если за защитником все-таки удастся отловить раненого звереныша, они уже знают, куда определят сироту. Мы видим картину, что он спокойно контактирует с людьми, и у нас есть эти фотографии, когда сидит по 3 человека, и он сидит рядышком. То есть, скорее всего, это медвежонок уже человекоориентированный, который всегда будет выходить в населенные пункты и представлять угрозу в жизни как для человека, но также и для медведя в том числе. Вот. Потому если он человекоориентированный, то, конечно, не идет речь о том, чтобы его выпустить в дикую природу, и это приют для медведей. Как раз приют для медведей планируем строить в Пермском крае. Жив ли еще оставшийся без матери медвежонок? Получится ли отыскать его в глухой тайге? Надеемся, приехавшим издалека молодым людям при поддержке местных добровольцев удастся это сделать. Мы будем следить за развитием ситуации. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации победителей и призеров 16-х Паралимпийских летних игр. Так, кавалерами Ордена Дружбы стали 39 спортсменов. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени будут отмечены 37 спортсменов, в числе которых мастер спорта международного класса по стрельбе из лука якутянка Степанида Артахинова. Еще медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени будут награждены 38 спортсменов. А в Минске завершился турнир по вольной борьбе, который принес якутянам немало побед. Так, Раян Тютрин завоевал золото для Беларуси на международном турнире Гран-при «Александр Медведь». Он выступал в весе до 57 килограммов. Еще одну награду завоевал якутянин Максим Толмачев, представлявший Красноярск в весовой категории до 97 килограмм, и получил серебряную награду. В весе до 65 килограмм бронза осталась у якутянина Нюргуна Скрябина, также выступавшего под белорусским флагом. Напомним, юбилейный международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Александра Медведя проходил в Минске с 9 по 12 сентября. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.